ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В гимназии иностранных языков продолжается интеллектуальный марафон. Его участники – ученики 7 и 8 классов. 96 человек – это 16 команд. Из разных школ соревнуются в эрудированности и умении мыслить. Марафон проходит 4-й год в рамках большого муниципального проекта «Одаренные дети». Схожие состязания в линейке интеллектуальных событий охватывают все параллели от начальной школы до старшеклассников. Любое мероприятие, которое мы проводим на уровне конкурса, это та площадка, где ребята могут представить именно себя, заявить о себе. Заявить не только о себе лично, но и заявить о команде школьной. И вот как раз та возможность проявить, какие знания они получили в образовательном учреждении, какой у них кругозор есть помимо школьных знаний, ну и еще помимо этого же умения в трудной, сложной ситуации проявить себя, то есть это формирование как раз личных качеств определенных. И вот как раз наши данные вот эти мероприятия и дают площадку для прохождения такой определенной социальной практики. В первый день участники проходят письменные задания. По 6 основным предметам им предложено ответить на вопросы за отведенное время. На раздумье отводится 1,5 часа. Вариант для каждой параллели классов один. Число вопросов в задании разнится. Общее только одно – максимальное количество баллов. За успешное выполнение их можно набрать 25. Но сделать это не так-то просто. Вопросы интеллектуального марафона, они вроде можно их оценить по-разному, они нетипичные, выходят за рамки школьной программы. Ребятам помимо того, что необходимо проявить свои знания, необходимо смекалку включить, логику дополнительно проявить, и тогда, в общем-то, у них все получится. Вопросы проходят через методические объединения города, но изначально в их составлении помогают сами учителя-предметники. На второй день марафона школьники сразятся в более игровой форме, их ожидает что, где, когда. По итогам будут учитываться индивидуальные результаты каждого участника. Их сумма определит, какая школа лучше. Кстати, сами участники команд смогут затем вписать в свое портфолио информацию о победе.